Сегодня в этом фильме мы не будем говорить ни о руководстве Северной Осетии, ни о многих видных представителей республики, которые упорно и талантливо ведут свою деятельность в различных сферах современной России, таких как наука, образование, культура, оборона, искусство и ядерная безопасность государства. У нас будет время сказать о них в будущем. Сегодня я, автор фильма, хочу, чтобы мы все открыли для себя, те, кто это еще не сделал, открыли бы для себя народ, имя которого осетины. На всех переломах российской истории Осетия подтверждает свой выбор только Россия. И за это тоже приходится платить. Скифо-сармато-аланская традиция – это и есть основа современной национальной осетинской культуры. Кто живые символы люди как символ нации? Мы говорим об осетинском народе. Вот кто олицетворяет нацию? Осетинский народ. Осетинский народ имеет некоторые отличия с точки зрения своего патриотизма. Но патриотизм присущ всем народам. Вот для осетин патриотизм интернациональный. Вот это основное отличие. В 1774 году Осетия вошла в состав России. Уже в 1975 году в конвое Ее Величества Елизаветы I служили осетины. Аланы. И с тех пор верой и правдой служат России. Осетия вошла в состав Российской империи единым народом с многовековой традицией военного мастерства. Именно многовековой. Отсчет идет еще с античных времен, еще со скифского периода. Единственным сохранившим культурную преемственность от скифско-сармато-аланского мира сегодня является осетинский народ. Вот одну цифру только я могу привести еще с 19 века. В конце 19 века на 130 тысяч населения Северной Осетии было 2580 офицеров. Если убрать женщин, детей, стариков, то получается, что каждый 20-й осетин был офицером. Действительно, в древние времена отряды аланов, будущих осетин, аж до Португалии доходили, до океана. Такие области Франции, как Арморика, были в V-VI веке заселены теми племенами, которые разгромили Западную Римскую империю, обосновались на вновь завоеванных территориях. Более того, существует достаточно устойчивая традиция интерпретации названия испанской провинции Каталония как отражение слияния двух племенных названий – Готов и Алан, Готалания. То есть предполагается, что первоначальное название этой провинции – Готалания. И во всех энциклопедиях XIX века четко эта этимология указывает. А сейчас Каталония, надо же, я не знал. Можно указать и те сведения, которые, например, приводятся о количестве сармато-аланских воинов, которых Рим, наоборот, даже привлекал на свою сторону в качестве вспомогательных отрядов. В частности, еще во II веке новой эры, для того, чтобы защищать так называемый Адрианов вал, которым Римская империя разделила Британский остров и отделила римские территории юга острова от северных диких бритских территорий. Так вот, Адрианов вал защищала 8000-я конница сармато-аланов. Скажем, по мнению французского лингвиста Алена Кристоля, даже во французском языке можно обнаружить следы влияния аланского осетинского языка. В частности, корзину для сбора винограда, которую привязывают к спине традиционно во время сбора винограда во Франции, называется «le bas». Исторически она должна была звучать «баст». Дело в том, что по-осетински «баст» – это «привязанный». Это слово было заимствовано у алан, которые были известны как кочевой народ, у которого практика навьючивания животных была хорошо развита. Скажите, а со славянами аланы когда-нибудь воевали? Историческая наука таких сведений не имеет. Как вы это объясняете? Не было войн. Хотя соседи. Предки современных славян и предки современных осетин входили в одну культурно-языковую общность, которая называется индоевропейцы. Сегодня по-русски мы говорим «мать», а по-осетински мы говорим «мад». По-русски «брат», а по-осетински мы говорим «арвад». То есть духовное родство, внутреннее. Славянские и осетинские народы больше практиковали добрососедство, дружбу, браки на уровне высшего сословия.
И известно, что Мария Ясыня, русская царица, была ясского, то есть асского, осетинского происхождения. На более позднем этапе аланы частично на уровне высшего сословия, элиты, приняли православие из Византии. Причем это произошло за несколько десятков лет раньше, чем это сделала Русь. Поэтому я думаю, что и православное единство между осетинским и русским народом сыграли свою роль, чтобы в дальнейшем их взаимоотношения развивались как добрососедские. Для меня лично главным символом для осетина является личность Костали Ивановича Хитагурова. Это основоположник осетинской литературы, первый осетинский поэт, первый профессиональный художник, который во второй трети XIX века получил образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге, и который олицетворяет для любого осетина идеалы нашего народа. «Весь мир – мой храм, Отечество – святыня». В этом отражается культурная самобытность, сохраняющая свою уникальность, а с другой стороны открытая для того, чтобы впитывать лучшее из культур народов, с которыми мы встречались на историческом пути. В те времена более 30 осетин стали генералами. Больше 30 человек стали кавалерами Георгиевского креста, полными кавалерами. И в советское время, особенно во время Великой Отечественной войны, каждый третий осетин, ушедший на фронт, не вернулся домой. В этом ряду особое место занимает, конечно, имя командира легендарного Покрышкина, его друга и командира, героя Советского Союза Дзусова, легендарного летчика, еще раз, командир самого Покрышкина. В Осетии 33 героя Советского Союза. Это самое большое число на численность населения, то есть на 11 тысяч. Я никого не хочу обижать, но ни в один народ, факт. в том числе и русский, не имеет такого количества героев на душу населения. А всего из Осетии получили 70 человек героев Советского Союза. В первый год Великой Отечественной войны из Северной Осетии на фронт отправилось 40 186 человек. За все годы войны за родину сражались 89 934 жителя маленькой республики. Среди них более 8 тысяч женщин. Более 45 тысяч человек не вернулись домой с полей сражений. Каждый второй представитель Осетии погиб на фронте. Семьи Газдановых и Кабикаевых потеряли по 7 братьев. Погибли на фронте все 6 братьев в семьях Хистановых и Тимировых. 15 семей потеряли в годы войны по 5 сыновей, 52 семьи не дождались возвращения с фронта 4 сыновей. Представители Северной Осетии внесли достойный вклад в победу над фашистской Германией. Вот еще раз я хочу, чтобы мы все задумались сейчас. В семье Газдановых из села Зуарикао в Северной Осетии было 7 сыновей. Один погиб в 41-м под Москвой, еще 2 при обороне Севастополя в 42-м. Когда пришла 3-я похоронка от разрыва сердца, скончалась мать. Следующие 3 сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве и Беларуси. Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего 7-го сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина. И тогда старейшины села сами пошли в дом, где отец сидел на пороге с единственной внучкой на руках. Когда он увидел старейшин, сердце человека разорвалось. Эта замечательная акция «Бессмертный полк», она зародилась в Осетии очень давно, много лет назад. И с тех пор в селах, и больших, и маленьких, 9 мая люди выходят на улицы с портретами погибших родственников. А совсем недавно, 6 мая 2017 года, в селе Хазнедон был торжественно открыт памятник матери солдата, символизирующий судьбы миллионов российских женщин, не дождавшихся своих детей с полей. Прототипом для монумента стала жительница села Месерат Камбулова, прожившая 102 года. Как рассказывают односельчане, невзирая на пришедшую ей похоронку, она не смирилась с вестью, что погиб ее сын, и продолжала надеяться на чудо, верила, что он вернется со Второй мировой. Там, где сейчас памятник матери солдата,
Там на этом месте стояла скамья, на которой Мессерат сидела сутками, вглядываясь в лица прохожих и надеясь увидеть среди них своего сына. Я хорошо помню время обучения в 60-х годах. Это непростое было время. Командовал Северокавказским округом Осетин Плиев, генерал армии. Был еще жив генерал армии Хитагуров. Мы хорошо знали многих генералов, в том числе летчика, генерала Дзуцева. И очень много выдающихся генералов, больше, чем в Осетии, ни в одной республике не было. Остины известны не только ратными подвигами. 80% выпускников Норильского никеля – это выпускники нашего Северокавказского института, Знаменитый Норильский никель. Горно-металлургического института. Крупнейший комбинат за полярным кругом. Директорами Норильского никеля были два выпускника нашего института – Владимиров и Джонсон Талович Хагажеев. Председателем совета директоров был Каргинов Казбек Георгиевич. 90% инженерно-технического персонала знаменитого Зиравшанского горного предприятия были тоже выпускники нашего института. Больше всего героев на душу населения. Официальная статистика. Я не знал, что она звучит именно так. Сколько кавалеров ордена Ленина, орденов славы, 3 степеней на душу населения и звезд героя. Но это вполне официальный счет. Народ-воин, который защищал Россию, всегда стоял на часах, что называется. Поэтому так было и при царе, так было и при советской власти. Естественно, что это отразилось в количестве героев. Первый председатель Госплана Якутии Бутаев Сасламбек Асламбекович, уроженец Северной Осетии, города Лагира. Вот он впервые обосновал в Госплане Союза строительство Амурской магистрали и разработку якутских углей, знаменитого Нюрнбергского месторождения. Два осетина, героя Советского Союза. Если брать по республике, то в Дагестане 50, но там свыше 100 народностей и этносов. Народности. А вот именно среди осетин, вот это как раз показатель интернационального патриотизма. Мандельштам, как известно в своих стихах, Сталина называл осетином. И широкая грудь осетина. Прав Мандельштам? Прав на отцовскую половину. Отец Сталина по происхождению этнический осетин. Джугашвили, Джугаев, Джугаев – это распространенная осетинская фамилия. Мать Иосифа Виссарионовича была грузинкой. Но поскольку у осетин этничность определяется по отцу, то все-таки больше, чем наполовину. Значит, прав. Прав? Один из первых руководителей треста Алдан-Золото был тоже мой земляк Гусов Александр. Первые якутские алмазы связаны с именем Кадзова Георгия Александровича. Ему установлен в честь его столетнего юбилея 3-метровый памятник в Якутии. Бутаеву в честь столетия установлена мемориальная доска в центре Якутска. Ты знал, что дважды герой Советского Союза Иса Плиев, он еще и герой Монгольской Народной Республики? Много о нем знал, этого нет. Он награжден 5 орденами Ленина. Легендарный человек. Легендарный человек. И у нас, я даже не знаю, не так много, может, 2-3 человека героя Монголии. И Карибский кризис. Да. Именно он возглавлял нашу группировку советскую Да. на Кубе. А главный подвиг Исы Плиева. Вот сейчас начинается разговор, в том числе для меня неожиданный. Главный подвиг генерала армии Плиева какой? Думаю, что Куба. Куба. А что на Кубе? То, что в тот момент он смог фактически организовать эту переброску и размещение. Нет. И смог. Действительно, это был подвиг. Мы до сих пор, Дмитрий, не знаем количество людей, погибших в трюмах наших кораблей, сухогрузов, которые под видом леса везли ракеты на Кубу. Сколько людей задохнулось в трюмах от невероятной жары. Их выпускали подышать воздухом только ночью.
Дмитрий Язов, командир полка в тот год, потерял больше половины личного состава. В дороге. Нет, не только. И на самой Кубе. Укусы змей, А климат ядовитых ужасный. пауков. До сих пор точное количество советских бойцов, погибших на Кубе, неизвестен. Они запускали спутник Феррет-Д. И вот этот спутник, раз самолет летит, мы включали все радиолокационные и другие средства, а спутник все записывал. Вот главная задача-то. Но они узнали, где стоят радиолокационные станции, на какой частоте работают. У них же были ракеты, которые по работе радиолокационной станции, по излучениям, наносил удар по этой станции. А вот теперь главный подвиг Иссы Плиева. Хрущев, мы сейчас будем говорить о подлинных причинах Карибского кризиса, моя версия, разумеется, всего лишь версия, но Хрущев, а это уже не версия, безумный, конечно, в те годы, уже безумный Хрущев, дал Плиеву право самому решать, применять ли на Кубе ядерное оружие. Обычно голосование происходит, любой запуск ядерного боезаряда, 3 кнопками. Президент, министр обороны, начальник генерального штаба. Все 3 кнопки оказались в руках одного Плиева по воле Хрущева. Ты там сам решай, полетят ракеты с ядерными боеголовками с Кубы на Америку или на американские корабли, которые блокировали Кубу, или не полетят. Ядерная война была в его руках. Решать, будет она или нет, это было его решение. Третья мировая. Последняя мировая ядерная война. Любой запуск ядерной ракеты по Америке – ответный удар. Более того, ответный По ядерный... Советскому Союзу, не только по острову Свободы, по всей территории Советского Союза, ну, то, что в 50-е годы называлось план дропшот. Ну, в первую очередь, по крупным Атомная атака. городам СССР удар был бы, а не по Кубе. Ему хватило воли и выдержки. Выдержки, когда летают над твоей головой американские разведчики, самолет, когда вся Куба в военных кораблях, и вот-вот будет атака, но он не применил в ответ, спасая себя, свою жизнь. Более того, жизнь своих подчиненных, что его в каком-то смысле, может быть, оправдывало бы, он за этим оправданием не спрятался. Он все равно спас мир. Я знал его как командующего, поскольку я был курсантом. И, конечно, лично я с ним не встречался. Я знаю, что это талантливый полководец. Он очень много сделал при обороне Москвы. И вообще в истории Отечественной войны это достойный военачальник. А хочешь еще одна история о генерале Плиеве? Есть разные точки зрения, почему именно Плиев возглавил группировку на Кубе. Есть точка зрения, что Хрущев отправил Плиева туда на верную смерть, потому что не любил Плиева после одного из инцидентов. Хрущев говорит, бросай все, сегодня нерабочий день, едем к Мише. Взял за руку и потащил с собой. Сели, приехали к Шолохову. 7 раз ординарец Иса Плиева заходит и пытается сделать доклад, что войска стоят и ждут распоряжения. На что, скажем так, в сердцах Плиев отвечает: ну ты же видишь, ты же понимаешь, что здесь командую не я, показывая на Хрущева. Ему про эту легенду или стычки с Никитой Сергеевичем Хрущевым задавали вопросы. Он всегда уходил от прямого ответа. Он не отрицал и уводил разговор совершенно в другом русле. Даже были разговоры, что он ему влепил пощечину. Кто? Хрущеву, Иса Плиев. Это та стычка у Шолохова в доме? Да. Якобы. Но многие его сверстники говорили, что это действительно было. Не выдержал генерал. Есть, еще раз скажу, версия. После этого скандала Хрущев отправляет Плиева на верную смерть. Хрущев не мог не знать, что Плиев страдает, очень серьезно страдает мочекаменной болезнью. Не молодой человек. Вдруг оказывается на Кубе, влажность 100%. Климат ужасный, даже молодые люди Плиев там не ходить не выдерживают. мог, он ходил скрюченный, скрывая от подчиненных свою болезнь, то есть скрывая дикие боли. Еще раз представь, ядерная кнопка в руках человека, который понимает, что дни его сочтены.
Бросить Кубу не может, он человек долго, он служит стране. И сейчас он спасает мир от безумного Никиты Хрущева. При этом преодолевая собственные страдания, на которые он не концентрируется. Какой образ человека, да, возникает вот сейчас, какая история открывается? Возникает образ героя. Вот американцы очень любят фильмы о героях, которые спасают мир. А в действительности не так много мира они спасли. Кого американцы спасли, покажите мне. Когда и где? А здесь перед нами герой, который спас мир в реальности. Вот о чем можно и нужно говорить. Народ, который порождает героев. Народ, который рождает героев. Вот ты сейчас сказал одну очень важную вещь. А помнишь, великий, мы сейчас отвлечемся ненадолго от Карибского кризиса, другой кризис. У нас это называлось операция по принуждению Грузии к миру. Что грузины, войска Саакашвили сделали с Хинвалом, Южная Осетия. Да. Помнишь великий концерт Гергиева? Гергиев осетин по национальности. Там, в Схинвале. Владимир Познер, мой коллега, однажды в своей программе попытался Гергиева не то чтобы уколоть, но вопрос, который задал Познер, прозвучал, как мне кажется, двусмысленно. К вопросу «народ, который рождает героев». Вопрос Познера. И я прошу всех увидеть реакцию великого дирижера Валерия Гергиева. Сначала вопрос. Как насчет того, что долг платежом красен? Обращаешься раз, обращаешься второй, ну и к вам могут обращаться, нет? И тогда... у меня такой опасности не существует. Нет. Если речь идет о знаменитом концерте Цхинвали, я ведь осетин. Поэтому ни о каком наемном, а тем более, знаете, вы нам, а мы вам. Угу. Об этом речи не может быть. Речь в Цхинвале шла только об одном. Там погибли люди, погибли. Там дети погибли. Вы знаете такого человека, Таймураз Балоев? Он же был в Цхинвале сразу после этих событий. Когда мне Пастинский сказал о том, что ты не представляешь, что здесь, что мы увидели. Мне же не нужно смотреть только передачи. А я ведь находился на Западе. Можете себе представить, что я испытывал. Раз. Я осетин. У меня очень много друзей грузин. Очень много друзей грузин. И близких. Я их очень еще больше любить стал. Но мы не поссорились из-за этой истории. Я просто тогда понимал, что в мире происходит одно огромное шоу. Гергиев не мог в этой ситуации не кинуться в Цхинвал. Он приехал туда не с оружием в руках, а с оркестром Мариинского театра только. И оркестр в руках великого мастера тоже может вдруг стать оружием, музыка. Гергиев не мог не быть там, где беда. В этот вечер в оркестре Гергиева партию второй скрипки исполняла кто? Жена министра иностранных дел Англии Мел Брандт. Замечательная скрипачка. Она тоже приехала принять участие в этом концерте. Плиев, еще раз, Плиев спас весь мир. Еще раз это скажем, от безумного, в тот момент уже совершенно безумного человека. Хрущева, его амбиций, его идиотских планов. Что идиотский план разместить ракеты на Кубе, идиотский. То, что Плиев со своими кавалерийскими полками, бригадами, корпусами наводил ужасы на немцев в том числе, Великую Отечественную, да и на японцев в Монголии. Кто такой Олег Пеньковский? Полковник КГБ, расстрелянный за предательство Родины в 1963 году, внучка многолетнего руководителя КГБ СССР Серова. В гараже 2 чемодана с рукописями Серова были замурованы, наглухо замурованы, навеки вечные, в стены гаража. Спустя много лет внучка неожиданно нашла дневники Ивана Серова. История детективная, потому что на протяжении долгого времени наследники Серова пытались обнаружить Знали, что пишет его дневники. Одно из наиболее сенсационных то, как Серов описывает известное шпионское дело 20 века, дело Олега Пеньковского.
Пеньковский Олег Владимирович, как считает ведущий историк британской разведки профессор Кембриджа Кристофер Эндрю, Пеньковский – самый крупный агент британской разведки в рядах советских спецслужб. Серов очень убедительно доказывает, Пеньковский являлся агентом КГБ, специально подставленным контрразведкой к американцам и англичанам для того, чтобы кормить их дезинформацией, а заодно и провести операцию по дискредитации самого Серова. А что это была за дезинформация? Это вопросы, касающиеся мобилизационных планов и планов... Нет, что? Нет. Ты помнишь дело Пеньковского? Да. Человека, который сообщил англичанам и американцам, что на Кубу идут ракеты. Наши ракеты. Полковник Главного разведывательного управления. Александр Шелепин намекал. Хрущева, после того, что Хрущев устроил в Берлине берлинский кризис, после ближневосточного кризиса, от этой безумной идеи разместить ракеты на Кубе, Просто прямая политическая провокация. они, окружавшие его Брежнев, Подгорный, Шелепин, они все, члены Политбюро, не могли Хрущева остановить. Один человек в мире мог остановить Хрущева. Президент Америки. Тот факт, что он передал количество ракет, боеприпасов. Он не просто передал количество, хотя и не точное, ракет, которые Хрущев отправил на Кубу операция «Анадырь». Пеньковский сделал главное. Он убедил американцев, что под видом леса на Кубу едет ракета «Сатана» РС-18. Американцы боялись эту новую советскую ракету. Как огня. Она гарантировала Соединенным Штатам одна ракета, один пуск, неприемлемый ущерб. Да, 10 боеголовок. Любые другие ракеты Кеннеди бы ответил ударом на удар. Точно. А вот «Сатана» Кеннеди схватился за телефон. Точно. И стал искать Хрущева. Только Пеньковский наврал. Не было и не могло быть этой ракеты на Кубе. Она проходила испытания, трагедии шли одна за другой. Плесецке, да. Почему РС-18? Потому что на старте было 17 взрывов. Только 18-я модель опытная не взорвалась. Лучшая ракета века. Президент Соединенных Штатов при посещении штаба противовоздушной обороны североамериканского континента спросил у дежурных генералов, что будет, если из СССР будет запущена одна «Сатана». Генералы через 3 минуты сказали, Конечно, через будет. 7 минут мы обнаружим запуск, через 15 минут мы спрогнозируем траекторию, и через 3 минуты мы предупредим губернатора штата. Что летит ракета. Да. И все, и все. То есть генералы сказали, нам конец. Мы ничего не можем сделать. Одна ракета «Сатана». Он убедил их в том, чего на Кубе нет. В этом была его миссия. Не хотел Шелепин Третью мировую. У него внучка только что родилась. Зачем Александру Николаевичу, да и другим членам Политбюро, бомба над головой? Нет, но это не просто версия, это версия абсолютно достоверная. Пеньковский совершает системно и назойливо подходы к иностранцам, пытаясь стать их агентом. В том числе подходы на Красной площади. На Красной площади он подходит к американским туристам. Он оставляет пакет в машине одного из дипломатов. Просит передать записку в американское посольство. А теперь задаемся вопросом. Он заходит в гостиницу «Балчук», где живут одни иностранцы, которые полностью контролируются контрразведкой. Заходит в номер к установленному разведчику. После этого заводят его в ванную комнату, и слухачи КГБ слышат только шум воды. Само по себе это вызывает вопросы и подозрения? Сколько хочешь. С момента, когда его первый раз засекли, до момента, пока его разоблачили, прошло до 10 месяцев. Именно в этот период Пеньковский, опять же следуя канонической версии, передает американцам и англичанам огромное количество совсекретных документов, которые, правда, непонятно откуда он брал, поскольку на тот момент к оперативной работе отношения не имел. Как можно объяснить, что Чистхолм с Пеньковским провели не менее 10 встреч, жена установленного резидента английской разведки, причем встречались они в людных местах, таких как сквер у Большого театра и кулинарии по соседству, где вообще не было никакой еды, кроме папье-маше и муляжей ветчины. В истории Пеньковского действительно неимоверное количество нестыковок. Но для меня во всей истории Карибского кризиса самая интересная фигура, скажу это еще раз, генерал армии Иса Плиев. Он должен был стать трижды героем Советского Союза за Кубу. Хрущев не дал его 3-ю звезду. Вот это то, что вы говорите. Что для него Бог был. Может, он был 10 раз коммунистическим атеистом, а для него высший смысл... Для Плиева, конечно, Бог. Да, вот был.
Во время войны 1908 года, когда Саакашвили пытался устроить еще один геноцид Южной Осетии, Южной Осетии, очень большое количество ополченцев погибло местных, и мы даже точно не знаем их числа, потому что их хоронили сразу на месте. Мы ничего не знаем на самом деле ни о Карибском кризисе, ни о недавней сравнительной истории принуждения к миру Грузии. Мы не знаем до сих пор, о ком написан роман Эрнста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Я не знаю. Пас. И ты не знаешь. Да. Мало кто знает до сих пор в нашей стране, что полковник Ксанти, он стал прообразом главного героя романа Хемингуэя. Полковником Ксанти был герой Советского Союза, наш советский разведчик-диверсант, будущий генерал Мамсуров. Невероятно. Хемингуэй писал роман «По ком звонит колокол» о советском разведчике, но он не знал, что полковник Ксанти – советский разведчик. Наши в Испании воевали по псевдонимам, как известно. Хемингуэй воспел первым, это до романов Вайнеров, я не знаю, до всех книг «Земля до востребует», фильмов о разведчиках. Хемингуэй воспел советского разведчика Мамсурова. Мы вообще не знаем своей истории. Почему? Потому что доминирующие позиции в информационном пространстве занимают, извините меня, русофобы, которые считают, что у нас не должно быть никакой гордости. Миш, или просто мы ленивые и не любопытны, что как мы... Пушкин когда-то говорил, это в нас с одной стороны. Но вы знаете, лень и нелюбопытство, они волшебным образом пропадают, когда нужно придумать про нас какую-то гадость. Легендарный полковник Ксанти. Поэтому участие в таком историческом событии Иса Александрович Плиев и герой Советского Союза Хаджи Умар Мамсуров. Кстати, есть точка зрения, что именно генерал Мамсуров вел Пеньковского. Но Пеньковский, еще раз, это всего лишь наша версия. А вот Плиев или герой Советского Союза Хитагуров или Мамсуров, это, конечно, лучшие традиции, вековые, если угодно, воинские, лучшие воинские традиции аланов, истинных аланов. Единственным сохранившим культурную и языковую преемственность от скифского мира сегодня является осетинский народ. То есть вы хотите сказать, что Борис Петровский, жуткая история, когда золото скифов из музеев Крыма оказалось в Европе на выставке, а потом все эти события, присоединение Крыма к России, и голландский суд высокий постановил золото вернуть не в Крым, а в Киев. Да. И академик Петровский сказал одно, что если по справедливости, так не в Киев, а осетинам. Он прав в идеологическом смысле. Такая же собственность музея Крыма, значит, это собственность музея. Существует международное право обмена коллекциями. Таких прецедентов, насколько мне известно, не было. Ну, не считая периодов, так сказать, войн, но даже после Великой Отечественной войны Да. Россия вернула Дрезденскую картинную галерею. Но исторически Петровский прав. Исторически, безусловно, прав, потому что культурное наследие народа, оно остается вне зависимости от того, материально они находятся на территории этого народа или нет. Хаджи Умар Мамсуров родился в 1903 году в селении Ольгинское правобережного района Северная Осетия в крестьянской семье в Красной армии с 18 года, участник гражданской войны, член РКПБ с 24 года. Участвовал в гражданской войне 36-39 годов в Испании, военный советник штаба республиканской армии и руководитель отряда гирильеросов, то есть диверсантов. Илья Оренбург писал, цитата, «Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи». Затем Мамсуров участвует в советско-финской войне, а с 1941 года он на фронтах Великой Отечественной. Командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией, особенно отличился в ходе Берлинской операции 20 мая 1945 года. Хаджи Умару Мамсурову было присвоено звание Героя Советского Союза. Не все расшифровано, и не все говорят о его заслугах. Сколько он сделал? Сегодня, по крайней мере, не говорят, потому что еще все многое засекречено. Он по тылам немецко-фашистских войск
с небольшой группой разведчиков, подобранных им лично самим разведчиков, занимался подрывной деятельностью, склады, эшелоны. И, конечно же, будучи разведчиком, основная работа у него была информация по деятельности немецких войск. Героем Советского Союза он стал во время боевых действий на территории уже Германии. То есть многое из того, что делали диверсанты Мамсурова, до сих пор закрыто тайной? Да, очень много засекречено. Он был исключительно смелым человеком. Но нелюдим был, как Роман Карман. Нелюдим не то слово. Он Не просто был выдержанный и не сильно разговорчивый, потому что для разведчиков главное меньше говорить и больше слушать. Есть точка зрения, что если бы осетины придумали только лишь танец симт, их уже можно было бы назвать великим народом. Так определяют значение и великолепие осетинского массового танца симт наши братья-балкарцы. Это не просто танец. В этом танце сплетены воедино древние мифологические представления осетинского народа, в которых культ солнца занимал очень важное значение. И сам танец появился в связи со знамениями солнца. Сегодня симт продолжает оставаться любимым и самым исполняемым танцем осетинского народа, который объединяет народ. Это массовый танец, в котором участвуют десятки, сотни молодых людей и девушек, в котором они соединяются со своим прошлым, объединяются в единое целое как народ, прокладывают дорогу в будущем. В советские времена более 100 человек стали генералами. Осетин. Еще перед началом Великой Отечественной войны в Владикавказе было сформировано 3 училища военных. Нигде больше, ни в одной республике не было ни одного. Я бы высоко ставил героя Советского Союза Бзарова. Он был подводником, он почетный гражданин нескольких городов Европы. И второго я бы хотел выделить Астан Кисаев, почетный гражданин Севастополя, где есть улица его, тоже подводник. А легендарный полковник Ким Цаголов, я его знал. Когда-то я работал в «Огоньке», и он приходил к нам с рассказами об Афганистане, к нам в редакцию. Величина фигуры Кима Македоновича Цаголова раскроется немного позже. Великое видно на расстоянии. Сколько языков он знал, будучи разведчиком? Это же наш Штирлиц сегодня. Совершенно верно. Он прекрасно овладел афганским, в частности, пушту. Да, маджахеды за своего принимали И сразу. все эти переговоры, которые он проводил, и ведь известно, что ему удалось убедить главарей нескольких отрядов маджахедов без боя сдать оружие и сдаться властям Афганистана. Вот как это у него получалось? Он приходил, еще раз, к боевикам. Эпоха ввода ограниченного контингента наших войск. Он не воспринимал их как бандитов. Многие из них были действительно идейные борцы за свободу своего народа, за свободу своей страны. И, видимо, он находил аргументы, которые убеждали его оппонентов в том, что тот вариант, который предлагает Ким Македонович, будет лучше и для страны, и для народа, и для них персонально. Позже Ким Цаголов станет заместителем министра, федерального министра по делам национальности. Вот я говорю о том, что всегда они, осетины, отличались тем, что любили и служили Отечеству очень добросовестно. Хотя попасть в училище в то время всегда была квота для осетин. Потому что иначе бы все училище состояло бы из осетин. Поэтому если другие ребята поступали туда с конкурсом 2-3 человека на место, то для осетин он составлял 15-20 человек на место, чтобы поступить в военное училище. Генерал Микулюков, с которым мы вместе учились в училище. Он же наше училище закончил, мы вместе в одном батальоне были. Будущий генерал армии. Да, главком внутренних войск, затем министр внутренних дел. Генерал Суанов учился на год раньше меня, закончил Академию Генерального штаба. В последующем служил там в армии, а потом перешел в МЧС Северной Осетии. По линии внутренних войск
Александр Александрович Ходов, генерал-лейтенант, тоже осетин, командовал у нас войсками Средней Азии и Закавказья. Генерал Царахов, еще много генералов осетин. Вы знаете, я вот не хочу быть хвостуном, мой тесть, полковник Гадзалов, в 1940 году было такое пехотное училище в Владикавказе. Он его закончил и в 1945-м уже был начальником разведки армии. Награжден 3 орденами боевого красного, значит, 3 орденами Красной Звезды. И таких были тысячи. Кроме героики военной, в чем еще осетинский народ силен? В каких отраслях промышленности, сферах жизни? Очень высокий уровень образованности. Интеллект. Практически ни в одном населенном пункте вы не встретите человека, который бы не владел, причем достаточно прилично, русским языком. А медицина? Вопрос к академику Российской академии наук. Естественная медицина. Я лично знаю академик Российской академии наук Березов Тимир Булат Тимбулатович, один из лучших в области белковой химии. Это действительно наша настоящая подлинная гордость. Династия Кантемировых. Кантемировы – это очень известная династия конников, цирковая династия. Однако это конно-спортивная, это шире намного. И основатель Алибек, прежде чем создать аттракцион всемирно известный. Народный артист Советского Союза. Он народный артист Советского Союза. Народным артистом был его сын Ирбек. Есть еще один сын, Мухтарбек. Это традиция, заложенная основателем вообще джигитовки в мировом цирке, тоже осетином Агубек Гуцевым. Считается даже, что один учил другого. Но основатель Гуцев в 1908 году уехал с цирком Труцы в Европу и не вернулся после революции. А Алибек Кантемиров эту традицию на родине сделал основой для всего советского цирка. Из этой семьи вышли все известные осетинские, казачьи и все остальные делатели этого жанра. Сколько же людей всего получилось? У него учеников около 200. 200? 200, да. Кто из осетинских спортсменов 20 век для вас легенды? Я думаю, что Руслан Петрович Андиев. Первый олимпийский чемпион среди осетин. Он борец? Да, вольник, двухкратный олимпийский чемпион. В 80-м он выиграл и в 76-м. Получается, что в Осетии спорт развит на таком уровне, что у нас кроме борьбы, дзюдо, греко-римское, еще есть у нас фехтование. Вот он и является одним из лучших сыновей осетинского народа, на которых все спортсмены должны равняться. И сегодня есть вполне достойные генералы, достаточно Цаликова назвать, Руслана, первого замминистра обороны. Руслан Цаликов и Марат Камбулов. Двое действительных государственных советников первого класса. Этот чин приравнен к генералу армии Марат Камбулов, который, будучи заместителем министра образования Российской Федерации, и Руслан Бестолов. Камбулов и Бестолов были первыми, кто поднял осетинский флаг на северном и южном полюсах. Есть замкомандующий Центральным округом вооруженных сил. Сегодня, сейчас? Во внутренних войсках их было особенно много. Был такой, к сожалению, ушел из жизни Барукаев Борис, начальник штаба внутренних войск России. Сегодня его сын зам директора службы Национальной гвардии России, генерал-лейтенант. Осетия всегда отличалась очень талантливыми людьми в культуре, в науке. У нас 3 двукратных олимпийских чемпиона. 1 трехкратный олимпийский чемпион и очень много однократных олимпийских чемпионов. Еще в Советском Союзе Сослан Андиев, Арсен Фадзаев и Махар Хадарцев – это те борцы, которые действительно завоевали славу Осетии. И Таймазов, который уже более молодой, трехкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Андиев – двукратный чемпион олимпийский, 4-кратный чемпион мира. Фадзаев – двукратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира. Хадарцев – тоже самый двукратный олимпийский чемпион и 4-кратный чемпион мира. Конечно, и футбол, и фехтование. Владимир Сергеевич Иванов очень талантливый тренер, который воспитал очень большую плеяду фехтовальщиц. Я могу сказать про выдающегося тренера Джабулата Тидеева,
который является самым успешным тренером за всю историю России по борьбе. И сегодня он является главным тренером национальной сборной по борьбе. Я также могу сказать и про бокс, про Мурата Гасиева, выдающийся спортсмен, который совсем недавно стал чемпионом мира. И мы надеемся, что у него будет блестящая карьера. Всегда рождаются талантливые спортсмены. Это вот как раз признак, что народ Осетии, он не просто воинственный. Повторяю, ему обязательно надо делать приставку. Интернациональный, патриотически настроенный народ. И культурное наследие аланского, осетинского народов, даже находясь в Крыму, не было территориально на территории Осетии, но оно не переставало от этого быть нашим культурным наследием. И находясь в Амстердаме, оно продолжало оставаться осетинским. И сейчас, находясь в Киеве, оно от этого не становится украинским культурным наследием. Оно продолжает быть ценностью осетинского прошлого. Когда там уже вызрела ситуация, когда уже Дудаев был опьянен своей значимостью, ведь совершенно правильно было сказано. Та фраза Ельцина «возьмите суверенитета, сколько можете проглотить», была образной, но глупой. Кстати, в Ингушетии он в Назраде об этом сказал, Ельцин: берите суверенитета столько, сколько проглотите. Вот это положило начало параду суверенитетов на Кавказе. Это быстро попытался реализовать Дудаев, создав свою армию для отделения не только своей республики, но создания халифата от моря до моря. И если к этому еще добавить полностью склады двух частей внутренних войск, которые они разграбили, склады 73-го учебного корпуса, это бывшая учебная дивизия генерала Соколова. Там много было оружия. Только одних автоматов 53 тысячи было. То есть на всех бы хватило. Почти 50 полков. Там так и хватило. 5 стрелковых дивизий, только с автоматом. Не считая того, что там 54 танка было захвачено, начиная от пусковой установки тактических ракет «Луна-М», заканчивая самолетами. Там свыше 50 самолетов только учебных было Л-29. У меня даже есть запись телевизионной встречи Дудаева и Аушева, где Дудаев в начальственной форме отчитывает Руслана по полной. И тот, в силу, так сказать, национальных обычаев и традиций, слова против не возражает. А Ельцин вообще не понимал, что он делает? Конечно, не понимал. А вы же были рядом с ним, что же не подсказывали? Да, были я министром был тогда, рядом с телевидением, ним, и идеологом. мы влияли и старались создать вокруг него интеллектуальное окружение. Он никого не слушал? Нет, он слушал, но он был очень упрямым человеком. Особенно в 11 суверенитет сколько можете проглотить, это, знаешь, так красиво, но безграмотно. Потому что моментально народы, предрасположенные к взрыву, а Кавказ всегда был предрасположен к взрыву, моментально этим воспользовались. Ах, он сказал, мы сейчас возьмем. Аушев знал, что его подчиненная муниципальная милиция воюет на стороне боевиков. И когда мы находили оружие и убитых боевиков, потом сверяли, что это оружие числится в МВД Ингушской республики, при проверке оказывалось, что они буквально 2-3 дня назад были уволены из республики. То есть, получив сообщение о их гибели, их увольняли. Я был комендантом Грозного. Меня, знаете, что поразило? Те же бандиты, которые там были, они зверствовали над русскими, даже ингушами, но никогда не трогали практически осетин. Почему, как вы думаете? Я тоже пытался в этом разобраться. Основания не было. В принципе, все они там, если там выгоняли их из домов, занимали их. Единственное, приходилось помогать там бабушкам, которых надо было вывезти, когда у никого живых не осталось уже. В Ставрополь или в Осетию давали машины, там вывозили их с крабом. В то время даже, когда назначались коменданты, командующими замком группировки, меняли фамилии. Что такое на самом деле был Беслан? Ну, Беслан, это, конечно, была операция по сбросу президента, и одновременно это была колоссальная уголовная акция. Но прежде всего Путин. Это и есть самое страшное. Путин должен был уйти в отставку, все было спланировано. И кто прийти должен был?
Не знаю, как смысливость правительства переходного периода. Был премьер, который бы формально занял место, но это было бы тоже недолго, покатилось куда-нибудь. Это целый клан. Перед тем, как проводить любую операцию, мы прогнозируем потери. И в этой ситуации, исходя из оценки противника, потери прогнозировались. Лица этих людей, а съемки предоставлены ФСБ России, за что огромная благодарность личная Александру Васильевичу Бортникову. Лица этих людей затемнены, потому что мы сейчас не имеем права говорить о том, кто говорит о Беслане. Больше 10 лет прошло после Беслана, а вот, видите, не отболело. До сих пор не отболело. Мы оцениваем противника. Это опытная группа. А почему думаешь, что это опытная группа? И по их действиям, и по секторам обстрела, и по размещению огневых точек, по видам вооружения. Профессионалы. Хорошо подготовленные посредством постоянных ведений боевых действий. Они приехали умирать. Кто-то не знал вообще, куда едет и для чего. Не знал даже. Была такая часть, которая не предполагала, чем все это может закончиться. Осетия, являющаяся такой маленькой кавказской Россией и так воспринимаемая на Кавказе, становится целью террористических ударов. И провокаций. И это происходит из поколения в поколение, это происходит из века в век. Это в некотором смысле модель. Беслановская трагедия? Модель осетинской истории. Образ женщины, которая после тимуровского нашествия на пепелищах собирает осиротевших детей и ведет их в горы, чтобы спасти, чтобы эти дети образ начали... остался в культуре, как-то Этот образ остался в фольклоре. Народ забыл ее имя, чтобы вместо него использовать более символическое название – матушка. То есть те, кто уцелел? Будущие богатыри, будущее народа. Когда горная Алания, которая в XVIII веке в ходе присоединения к Российской империи получила вот это новое, употребляемое и сегодня название Осетии, в течение 3,5 веков, находясь в горах, как в крепости, должна была обороняться, набирая сил. И этот детский подвиг Беслана потому и у самих детей вызывал ассоциацию с предками. Мальчик раненый в школе сидит, держится за голову, совсем маленький, и говорит фразу: «Я плакать не буду, я же осетин». Это гордость за свой народ. Или зов предков. Это то, что создает народ. И то, что очень стараются уничтожить сейчас во многих других народах, в частности, в русском. Это действительно удивительный народ. Дети кровью своей заплатили за выживание своего народа в этих геополитических условиях. Так было с конца XIV века, когда народ выжил потому, что сумел закрепиться в самом центре Кавказа, на обеих склонах, то есть как главного Кавказского хребта. И вот за это геополитическое положение, позволявшее выжить, Осетии приходится платить до сих пор. И не только в Беслане. 13 часов, 2 несанкционированных взрыва. Вот что это такое было? Сработало самодельное взрывное устройство. У них внутри находилось 2 террориста постоянно на исполнительном устройстве. Типа вот как лягушечка. То есть просто сидит человек вот на сидит этой человек, педальке? Да. Эти 2 поста, так называемых, они периодически менялись. То есть нужно уметь эту педальку передать под другую ногу? Да, условно говоря. А почему нужно было вот именно каждую секунду эту ногу держать бандитскую на этой педали? Потому что если что-то происходит с террористом, то, соответственно, взрывное устройство срабатывает. Видимо, один убрал ногу, второй не успел ее поставить. Взрывное устройство мощное. Разбились стекла, и заложники смогли броситься... Вот в эти окна? Да, в эти окна, да. В последний день уже все в обморок падали, все, сознание теряли. Я тогда уже не мог и на всех наступал, там же спят кто. И хотел залезть на подоконник, а там лучше дышать было. Я тогда только сел на стул, так на женщину голову положил, и так чуть-чуть заснул, и тогда вот так взорвалось все. Я так
голову поднимаю, и все было в дыму, все на меня сыпется, окна, все падает. И только так на подоконник залез, и второй раз взрыв. Я тогда на спину упал, то он так поднялся, и кто-то на спину мне напрыгнул. Я тогда встал и за ним побежал. Штурмовать нельзя было школу, начиненную динамитом, забитую детьми. Я вылетал из Южной Осетии, ехал в Москву, и как раз аэропорт Беслана в 10 утра. Когда узнали о шторме, конечно, развернулись, поехали туда. Ну а как еще-то, да? Я, конечно, понимал, как и многие другие, кто в штабе находились, что меня могут позвать, и что я просто понадоблюсь именно для того, чтобы меняться на детей. Террористы действительно требовали отставку Путина? Ну, конечно, требовали. Конечно, требовали. Но это же наивно. Хорошо, уходит он в отставку. Через 3 месяца новые выборы, и народ снова его выбирает. Весь мир построен на глупостях, если вы хотите. К великому сожалению, разумного мало остается у людей. Те, кто были в основном здании, на взрыв среагировали спокойно и начали вести огонь по разбегающимся заложникам. В этой ситуации небольшая группа выдвинулась в сторону спортзала и Это сразу же начали помогать в эвакуации. И все спрашивали директора Лидии Александровны, надежда есть? И она есть, конечно, есть. Говорили, молитесь Аллаху, а не Богу. Те, кто мог бежать сами, они бежали, но стреляли уже со 2-го этажа здания и из других мест. А вот быстро их уничтожить было невозможно? Нет. Почему? Ну, во-первых, они были, большая часть из них в слуховых окнах, но наши снайперские пары, они вели огонь. Тем самым помогли многим детям выбраться оттуда. В записке, которая попала в наши руки сразу после захвата школы, там было написано, что убьете одного, то столько-то расстреляем, убьете 5, то всех расстреляем. А вот если мобильную связь отключите со школы, то вообще все взорвем. Я сразу подумал, мобильную связь. То есть они ждали инструкции. Тот, кто их завел туда, тот, кто дал команду штурмовать школу, сказал, возьмете, как можно более жестокими мы должны быть, проявляйте дикую жестокость, чтобы устрашить всю Россию, чтобы на коленях стояли и исполняли то, что мы скажем. Это, конечно, ужасные кадры. Это все усилия по развалу России, Конечно. которые были... Ударить по Путину, скомпрометировать страну, чтобы погибли тысячи. Это действительно, еще раз, годы. Мы слышали с экрана Робин Гуд. Хорошо, а вот сейчас возникла такая пауза. Это значит, что ты или что-то новое планируешь, или решил на время притормозить? Никаких тормозов не будет, иншаллах. Это тормоз, что за зиму по просьбе Масхада устроили, то хватит. Никаких тормозов не будет. Официальное заявление этой сволочи о будущих потоках крови. А самих инструкций потом не поступило. Почему? Ну, потому что, видимо... Цель была война? Цель была не вывод войск из Чечни, не подписание какого-нибудь документа с Масхадовым. Задача была такая – убить всех детей, убить в том числе и тех, кто их захватил, террористов, поубивать как можно больше гражданских лиц, потому что террористы через родителей, многие детей, которые там оказались, причем родители высокопоставленных, там были 2 детишек Теймураза Мамсурова, и они пытались спровоцировать раскол внутри оперативного штаба. Они пытались столкнуть осетин и федералов. Они говорили так: нам точно известно, что будет штурм. Папа, мама, вы придите к школе, не дайте этому штурму быть реализованным и так далее. Потом террористы брали трубку и говорили то же самое. Пойди, собери людей и вставайте живым кольцом вокруг школы. Вот если бы руководство Северной Осетии в этой тяжелейшей ситуации морально подавлено, потому что понимали, что их дети будут уничтожены первыми, если бы они пошли и создали бы еще 2-й фронт для штаба в лице родственников, понимающие, что уже идут 3-й сутки, дети их не кормлены, не поены, в шоке, там их расстреливают. И вот, тем не менее, удалось осетинскому руководству проявить хладнокровие, они не вывели людей в живое кольцо. Если бы это произошло в момент взрыва, там было бы не 400, там было бы 1400 погибших. Что вы можете сказать о Мамсурове как о политике? Человек, он масштабный, очень близкий простым людям. Разные можно эпизоды приводить,
ну, пожалуй, наиболее трагический период в жизни нашего общества осетинского, когда случилась трагедия в Беслане уже через 40 минут после захвата школы. Я тогда была министром образования республики. И первый, с кем я из руководства встретилась, был Мамсуров. И он мне сказал: ты знаешь, мои тоже там. При этом никакой истерики не было. Было видно, что он весь такой в кулак прям сжатый. Он был все время в штабе. Он говорит: я не могу идти домой, потому что я не могу смотреть в глаза матери, Симе. Я не могу ей сказать, что мы детей еще не освободили. И пока мы детей не освободим всех до последнего, я домой не вернусь. Одного человека выводили, и он на колени садился, руки за голову, и если шуметь будем, убивают. Пить давали. Сами пили дети. Сами пили мочу? Да, свою. Ну, их никто не заставлял. Постоянно сидел на педали, как менялись. Один посидит, станет, другой, вся, и так делал. А вы тоже были в спортзале, да? Ну да. Что интересно, этот взрыв совершенно не покоробил действия террористов. Они совершенно хладнокровно были готовы, в общем, к отражению любого нападения. После первых действий у нас было достаточно много потерь. Заложники были освобождены в первые 2 часа. Остальное – это было планомерное уничтожение террористов. Очень хорошо. Альфа, спецназ. Не они бы почти всех убили. Очень хорошо поработали. Конечно, с их стороны очень много умерли. Альфа потеряла в Беслане самых опытных, прошедших Афганистан, Чечню офицеров. Первая гибель. Единственный человек у нас погиб на подходе к зданию. Это как раз его группа поражения вот этих точек, с которых велся активный огонь. Все другие ребята погибли внутри здания. Это когда уже из спортзала все ушли? Да. Кто мог уйти? Да, Кто это не уже был из убит? спортзала все ушли. Все остальные погибли в процессе... Никогда эти ребята, они не приучены просто, никогда они не расскажут о том, как закрывали своими телами детей. Что вообще там творилось, как полуживые дети цеплялись за них, как выносили ребятишек. Как один из бойцов Альфа вынес 27 ребятишек и погиб с 28-м ребенком на руках. Страшно было, они все кричат. Даже вот когда в больницу привезли, на носилках колесики едут по плитке, и они гремят. И казалось, как будто сейчас стреляют. Наши в окно залезли, там где-то было 30 человек, 20 так. И вы Один спецназовец вот залез, да? Не один, ну, это 5 человек, еще внизу были. Вот здесь собрались дети, которые вот со школы выбежали. А он наверху на крыше, и вот он стрелял в детей. Начали подтягиваться отсюда. Альфовцы здесь были, молодцы ребята, которые, вот, дай бог им здоровья. Ну, правда, снайпер тоже снял, ну, бог его поберег, или как сказать, молодцы. Так как о подвиге Альфы говорят дети беслановские, вот так ни на «Эхо Москвы», ни в других творческих коллективах, вот так как беслановские ребятишки об Альфе, никто не привел вот этот пример. 27 ребятишек вынес боец и погиб с 28-м на руках. Погибали самые опытные. Осетино-Ингушский конфликт из-за пригородного района Владикавказа. Очень страшно. Именно очень страшно. Это было очень страшно. Сколько людей погибло, мы до сих пор не знаем. Я думаю, сотни. Сотни людей погибло? Да, сотни людей вот погибло. Вот такой был конфликт двух народов, которые никогда не воевали. Ни один кавказский народ не воевал друг с другом никогда. Но в 92-м из-за земли началось. Боевики отдыхали. Лечились в Ингушетии, отдыхали боевики. Потом у него был лагерь беженцев в Серноводске. Он контролировался только ингушской властью, в том числе Аушевым. В фильме очень правильно сказано, история осетинского народа, его вхождение в Россию идет с очень далеких времен. Они всегда защищали Россию. Но ведь осетины – это не только воины. Конечно. Великая Ольга Васильевна Лепешинская в первом ряду балерин века 20-го ставила кого? Осетинку. Народную артистку Советского Союза, солистку Большого театра, приму Большого, Светлану Адырхаеву. Для Лепешинской «Белый лебедь в Лебедином озере» Адырхаевой – это был эталон.
Она так вжилась в этот образ, что лучшего себе представить нельзя. Она прекрасная балерина. Майя Плисецкая. Майя Михайловна, она редко, прям скажем, о ком из коллег говорила высоко. Майя Плисецкая тоже особенно выделяла Светлану Адырхаеву всегда. Такие были неожиданности. Даже по фотографиям, по плохим фильмам видно. Иногда просто один поворот или поза, уже понятно, кто это. А здесь видно У гениальный нее балерин. фантастическое чувство позы. Она была гениальна, правда. Ты правильно сказал, что мы очень многого не знаем. Чем мне понравился этот фильм? Он для меня открыл на многое глаза. Что в Осетии было самое большое количество в пересчете на одного жителя генералов и героев, это тоже показатель. А как вы думаете, в 21 веке, он очень сложный 21 век, он уже очень сложный. Кавказские народы на фоне планеты – это совсем маленькие народы. Да. А удастся в 21 веке тому же осетинскому народу, который дал миру Гергиева, Василия Абаева, выдающегося ученого-филолога, которого ныне здравствующий Кома Иванов, еще один гений, кстати, наш современник, всегда ценил особенно школу Абаева. Николай Цаголов, экономист, один из первых рыночников, кстати сказать. Он и Николай Петраков. Вот лучшие черты своего народа в музыке, в балете, в медицине, в экономике народ сумеет сохранить. Ты задаешь такие очень интересный вопрос. Вызовы, да, со всех сторон. Это вопрос не столько к осетинам, сколько вопрос к России. К России, конечно. Удастся ли сохранить в Осетии... Военных училищ в Осетии уже нет, кроме Суворовского. Да. Сердюков последний убрал. Кретинизм возникает всюду, не только в России. Когда столько кретинизма, опять-таки, вопрос остается вопросом, Олег Максимович. Удастся народу? Я думаю, что самое главное, что у нас должна прекратиться реформомания. Нам надо думать о сохранении традиций. Это не значимость традиций русских, это значит сохранение значимости российской многонациональности. И сохранение факта, что Россия признает значимость этой многонациональности и ценит значимость каждого народа, входящего в его семью. Гучиев, будущий капитан автомохода «Ленин», потом автомохода «Арктика», осуществивший свою мечту, ставший моряком. Он был героем социалистического труда. Честный, искренний, к нему масса людей обращалась по разным поводам. Он никогда не терял связи ни с родным селом. Действительно, Брежнев здоровался с ним за руку. Он был очень авторитетен. Сколько смертельных ситуаций было у него на ледоколе? Именно смертельных ситуаций. Сложно их посчитать. Еще и потому, что он никогда не жаловался. Редчайшего мужества человек. Человек мирной будто бы профессии, который должен быть поставлен в ряд воинов, конечно. Конечно, в науке очень большая плеяда интересных людей. Один из них – Георгий Александрович Токати, как он сам себя называл, Гокки Токати. Почетный профессор многих университетов, как Америки, так и Европы. Долгое время возглавлял департамент авиации и космической технологии Лондонского университета. Близко работал с Циолковским, нашим академиком Королевым. Да, и оказавшись в Европе, Токати был одним из главных создателей, основных создателей сверхзвукового «Конкорда». И на каждом рейсе «Конкорда» за Токати было закреплено место, бесплатное место, разумеется, в салоне, как за ведущим разработчиком этой уникальной машины. Он оставил большой след в космической области мира, это безусловно так. Мамсуру Да. в Мадриде открывают памятник. Да. А Плиеву памятник в Москве. Даже такая мысль в голову не приходит. Только на могиле. У нас 3 памятника Гайдару в Москве. У нас 3 памятника Высоцкому в Москве. А Осетин Батарбек Лахкути, любимый ученик Лихачева, создавший завод имени Ленинского комсомола автомобильный, он создавал. Все забытые имена, между прочим. Я тебе могу сказать, что для меня фильм был многим открытием, потому что я не занимался подробно этими процессами. И что героем романа Хемингуэя оказался осетинский офицер, понимаешь? Я читал этот роман, но я никогда этого не думал.
И, конечно, ты вскрыл эти вещи, они очень интересны. А почему это надо вскрывать? Почему это не звучит? Все осетины знают эти имена. И Плиев, и Мансуров, и Хитагуров. Все знают. А дальше, за пределами республики. Память надо оздоровлять все время. Неумение оглядываться назад зачеркивает взгляд вперед. Все. Колокол звучит по разным поводам в России. И в час печали, и в радостный час, когда праздник, может ли колокол, церковный православный колокол, звонить в честь целого народа? А почему же нет?